Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Сегодня у нас с вами урок повторения. Будем повторять и закреплять знания по теме знаки препинания в простом и сложном предложениях. Я надеюсь, что вы покажете не только свои знания, но и умение работать. Успех будет зависеть от ваших ответов, поэтому будьте внимательны. И начнем наш урок, как всегда, с пословицы. Повторение – мать учения. Это старинное латинское выражение, которое очень любим и уважаем мы, учителя. Повторение пройденного тренирует память и облегчает процесс познания, помогает устанавливать логические связи и мыслить критически. Кстати, почему в пословице стоит тире? Надеюсь, что услышу в ответ это простое предложение, в котором подлежащее и сказуемое выражены именами существительными в именительном падеже. Правильно? Итак, тема сегодняшнего урока – знаки препинания в простом и сложном предложениях. В ходе ее изучения мы ответим на следующие вопросы. Какую функцию выполняют знаки препинания в предложениях? Какие правила расстановки знаков препинания вы уже освоили? Почему муравьи, по мнению биолога Игоря Ивановича Акимушкина, удивительные насекомые? А что же это за слово такое? Препинание. Это слово – гость нашей рубрики «Слово дня». Препинание. Средний род. Только выражение, знаки препинания. Графические знаки, точка, запятая, многоточие и тому подобное для обозначения на письме различной степени смысловой законченности отдельных отрезков текста, а также синтаксической и интонационной связи между отдельными словами и словесными группами. То же, что пунктуация. Первоначально препинание – это действие по вышедшим из употребления глаголов. Препинать, то есть ставить какие-нибудь препоны, препятствия, то есть мешать. И препинаться, остановиться перед какой-нибудь препоной. Не ставьте препонов на нашем пути, не получится. Предлагаю вам прочитать СМС-сообщения, в которых отсутствуют знаки препинания. И в зависимости от их расстановки сообщение можно понять по-разному. Внимание на слайд. Расставьте запятые так, чтобы сообщение можно было понять однозначно. Девочке очень хотелось пойти в поход с одноклассниками, но бабушка не отпускала. Тогда она отправила СМС-сообщение родителям в санаторий, а ответ получила такой: «Быть дома нельзя идти в поход». Подумайте, где в этом предложении надо поставить запятую. Попробуем разобраться в этом вместе. Если мы поставим запятую после слов «быть дома», то запретим идти в поход. Если же мы поставим запятую после слов «быть дома нельзя», то смысл предложения меняется на противоположный. «Быть дома нельзя, нужно идти в поход». Разберемся со вторым предложением. Утром сын получил СМС-сообщение от мамы. «Выезжаю, утром встречайте». Это предложение, в зависимости от постановки запятой, тоже имеет два смысла. Первый. «Выезжаю, утром встречайте» обозначает, что маму нужно встретить утром. Если мы переставим запятую «Выезжаю утром, встречайте», то изменим смысл сообщения. Мама только собирается выезжать утром. А сколько смыслов в третьем предложении? Племянник написал дяде следующее СМС-сообщение. «На вокзале надо встретить маму, сестру, брата вашего товарища». Возможно, необходимо встретить 3 человек – маму, сестру и брата вашего товарища. Возможно, необходимо встретить 4 человек
маму, сестру, брата и вашего товарища. Вот как по-разному можно понять информацию при отсутствии знаков препинания. Какой вывод мы можем сделать? Знаки препинания в письменной речи помогают пишущему точно выразить мысль, передать свои чувства, а читающему адекватно воспринять информацию. Знаки препинания делятся на 3 группы. Первое. Знаки завершения. Точка, восклицательный, вопросительный, многоточие. Вторая. Разделительные знаки. Они отделяют друг от друга части сложного предложения и смысловые отрезки. Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. Эти знаки одиночные. Третья группа – выделительные знаки. 2 запятые, 2 тире, скобки, кавычки. Они выделяют один смысловой отрезок внутри другого в предложении. Эти знаки всегда двойные. Потренируемся и выполним упражнение 389. Вам нужно разделить текст на предложения и расставить знаки препинания. Проверим, правильно ли у вас получилось. На крутом берегу ласточки свили гнезда. Ходил по берегу кот Василий. Захотел он из гнезд птичек достать. Стал он ползти к гнездам. И что вы думаете? Ласточки всей стаей начали его клевать. Кот сорвался и упал в воду. Долго он потом зализывал ранку на лапке. Определите, какую функцию выполняют знаки препинания, которые вы использовали в тексте. Точки и вопросительный знак выполняют функцию отделения предложений друг от друга, а запятая – функцию разделения и выделения смысловых оттенков в предложении. Предлагаю немного отдохнуть и сыграть в игру. Вам нужно восстановить пословицы, используя слова для справок. Внимание на слайд. Проверяем. Чему учат мудрые изречения? Обсудите на досуге их смысл с родными. В пословицах отражены мысли, к которым пришел народ через вековой опыт. Пословица всегда поучительна. Из каждой следует вывод, который полезно принять к сведению. А мы продолжим изучать строение предложений. Найдите в этих пословицах главные члены предложения. Выполним упражнение 391. Вам приведены примеры предложений, которые используются в разных речевых ситуациях. Расставьте в них знаки препинания. Проверим, что у вас получилось, каким правилам вы руководствовались. Знаки препинания при обращении. Придумайте собственный пример предложения с обращением на каждую из этих речевых ситуаций.
У меня получились такие предложения. Первое. Дедушка, поздравляю тебя с днем рождения. Второе. Счастливого пути, друзья. Третье. Какая вы, Марья Ивановна, сегодня красивая. Четвертое. Дорогой друг, я искренне сочувствую вам. Пятое. Пожалуйста, мама, приезжай поскорее. Выполним упражнение 392. Подумайте, что особенного в этих предложениях? Какие знаки препинания в них следует расставить? Все предложения осложнены однородными членами. Первое предложение. Это предложение осложнено однородными дополнениями, соединенными между собой союзом «и», а также однородными сказуемыми, которые разделяются запятой. Следующее предложение осложнено однородными сказуемыми, объединенными союзом «и». Второе предложение сложное, так как состоит из двух простых предложений, осложнены однородными членами, сказуемыми. И последнее предложение также осложнено однородными членами, в роли которых выступают сказуемые. Хочу усложнить вам задачу. Обратите внимание на слайд. На нем представлена схема предложения, которая соответствует одному из предложений, данных в упражнении. Найдите это предложение. Это первое предложение. Сейчас на улице весна, и первые насекомые, которые ей радуются, это муравьи. Я предлагаю вам узнать, почему муравьев называют удивительными насекомыми. Муравьи – удивительные насекомые. Знаете ли вы, ребята, что у них есть даже свой молочный скот? Это тля. Она выделяет сладкий сок, и муравьи подхватывают его прямо с ее брюшка. Если тля слишком расплодилась, муравьи располагают ее на новой ветке или на другом растении. Позаботятся они и об охране, которая защитит тлю от врагов, клеща и божьей коровки. В заботе о кормилице муравьи строят даже коровники. Их можно увидеть на многих растениях, на подорожнике, на сосне и ели, в зарослях кустов. Если коровники кто-то рушит, муравьи бросаются на помощь тле. Они подхватывают ее и убегают вместе с ней. Вот с такими удивительными фактами из жизни муравьев познакомил нас Игорь Иванович Акимушкин, советский ученый-биолог, писатель. А вам нужно расставить в тексте недостающие знаки препинания и объяснить их. Приступайте к работе. Проверяем. Муравьи – удивительные насекомые. Первое предложение простое, повествовательное. Подлежащее и сказуемое в предложении выражены именем существительным в именительном падеже. По правилу между ними ставится тире. Рассмотрим второе предложение. Знаете ли вы, ребята, что у них есть даже свой молочный скот? Сложное, вопросительное. В нем автор обращается к ребятам, значит, оно осложнено обращением. А как мы знаем, если обращение в середине предложения, то оно с двух сторон выделяется запятыми. Третье – это тля.
Простое предложение. Следующее. Она выделяет сладкий сок, и муравьи подхватывают его прямо с ее брюшка. В этом предложении мы ставим запятую, так как это сложное предложение, состоящее из двух простых, которые соединены сочинительным союзом «и». Предложение. Если тля слишком расплодилась, муравьи располагают ее на новой ветке или на другом растении. Тоже сложное, так как состоит из двух простых предложений, одно из которых осложнено однородными дополнениями «на ветке» или «на растении». Между ними запятую не ставим, так как используется разделительный союз «или». Рассмотрим следующее предложение. Позаботятся они и об охране, которая защитит тлю от врагов, клеща и божьей коровки. Это сложное предложение, которое состоит из двух простых. Одно из них осложнено однородными дополнениями, которые объединены обобщающим словом. Так как обобщающее слово стоит перед однородными членами, то мы после него ставим двоеточие. В заботе о кормилице муравьи строят даже коровники. Простое, распространенное предложение. Знаки препинания в нем не ставим. Их можно увидеть на многих растениях. На подорожнике, на сосне и еле, в зарослях кустов. Простое предложение, осложненное однородными дополнениями, которые объединены обобщающим словом. Оно стоит перед однородными членами, поэтому после него ставим двоеточие. Однородные члены предложения, которые не соединены союзами, разделяются на письме запятыми. И последнее предложение. Они подхватывают ее и убегают вместе с ней. Предложение осложнено однородными сказуемыми, объединенными союзом «и». Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы обобщили знания о знаках препинания в простом и сложном предложении. Потренировались в их постановке. Узнали, почему муравьев Игорь Иванович Акимушкин считает удивительными насекомыми. Домашнее задание. Составьте и запишите собственное предложение по тексту с вводным словом «по-моему». Составьте схему этого предложения. Сведения о знаках препинания при вводных словах и выражениях вы найдете в параграфе 15 вашего учебника. Наш телеурок подошел к концу. Надеюсь, вы извлекли из него много нового и полезного для себя. Обогатили не только свою речь, но и знания. Спасибо за урок и до новых встреч в эфире!